Немецкий профессор Карл Генрих Эмиль Кох в своем труде «Путешествие через Россию к Кавказскому перешейку» в 1836, 37 и 38 годах отмечает, что те самые гелы и леги, упомянутые в географии Страбона, сохранились до сегодняшнего дня как галгай, а на легов отчетливо показывают лезги. Далее он пишет: в верхних долинах Асы живет настоящее племя гелов, которые еще и сегодня называются галгай. В Чечне, в большом селении на реке Аргуне, в прошлом веке объявился предводитель и поработил все племена равнинных областей. По главной местности всех его подданных русские покрыли именем чечен или чеченцы, имя, которое неправомерно принято многими другими народами. Тут явно речь идет либо о Турловых, либо о другой более древней аварской династии, и что все народы в данной местности русские неправомерно называют чеченцами. Даже иностранец Карл Кох понимает, что это название чужеродное, и неправильно называть всех этим названием. Напомним, что этнограф Фома Гарипекин также отметил, что название чеченцев заимствовано от другого народа. Кроме того, Гарипекин писал, что с древнейших времен, ведя главным образом пастушеский образ жизни, питаясь исключительно молочными продуктами и мясом, имея скудный запас знаний о возделывании земли, ингуши для обеспечения безопасности, как горных своих поселений, так и имущества, состоящего из стад, имели у себя особое сословие воинствовавших людей, своих защитников-соглядатаев. Опасность всегда и более всего предвиделась со стороны равнинной части Северного Кавказа, где постоянно происходила смена народов. Пришедшие после из глубины Азии теснили предыдущих, и они во многих случаях продвигались к подножью гор, искали там своего убежища. Последними пришельцами стали кабардинцы. С ними ингуши хотя вели постоянные столкновения, но все же были оттеснены с равнины, заперты в диких ущельях. Предание арштхойцев говорит, что галгай и арштхой всегда воевали с соседями чеченцами и кабардинцами. Когда же вздумали однажды заключить перемирие, то женщины воспротивились этому, говоря: что же будет делать тогда молодежь? Карл Кох засвидетельствовал, что с ингушами в XVIII-XIX веках на равнине граничили кумыки, а на севере кабардинцы. Это мы видим на данной карте 1772 года. Рядом с ингушами в соседстве указаны именно кумыки, а северо-восточнее от кумыков – чеченцы, по русским источникам XVII и XVIII веков именуемые также аварским владением, где правит аварская династия Турловых, родственная Авархану. На южной стороне в горах указаны тавлинцы, что с кумыкского языка переводится как горцы. Известно, что ингуши, в то время, когда их соседи уже числились в российском подданстве и мешали ингушам свободно владеть своими землями на равнине, подписали договор о вхождении в состав России в 1770 году, дабы избавиться от статуса враждебного народа для России и вновь мирно жить на своей исторической родине. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. Автор труда – историк Петр Григорьевич Будков. В 1770 году ингуши или кисты просят принять их в подданство, как сообщается, от притеснений и набегов кумыков и кабардинцев на равнине. Как мы знаем, кабардинцы и кумыки на тот момент уже издавна являлись подданными союзниками России. Именно с этими двумя народами, а если быть точнее, то князьями и шамхалами из этих народов, ингуши договаривались, когда стоял вопрос о безопасном для себя переселении на новые пустующие плоскости у Назрани, а не с чеченцами на чеченских землях, которые проживали далеко на востоке от этих мест, да еще и сами пребывали в вассальном положении на плоскостных землях. Петр Будков также сообщает, что на тот момент чеченцы издавна числятся в российском подданстве. Это подтверждается в документах XVI и XVII века. Один из них – письмо 1657 года из Шибутского джамаата царю Алексею Михайловичу с просьбой принять его жителей в русское подданство. Перевод Миркасыма Абдулахатовича Усманова, советский и российский историк, археограф и доктор исторических наук. Мы, из Шибутского джамаата, чтобы быть подданными великого царя из всей страны гор, а именно из Варанты, Чечане, Тонса, направили 3 посланцев к русскому царю. Если он пожалует нас, то мы станем подданными царя. Имена сих суть – Алихан, Сусла, Алгян.
Этих троих людей мы послали, и их снова повторно послали, и Аманата также послали мы. И пусть русский царь нас пожалует. Пошлем посланцев нашему Темурасу царю. Ныне Темраш царь стал подданным русского царя. Мы тоже желаем быть подданными русского царя. Царь, смотри же на нас велико. Приведем в подданство много-много селений. А пока мы, 3-4 селения, били челом великому царю, пожалуй нас, царь. Данное письмо является просьбой о принятии в подданство чеченцев, или точнее жителей перечисленных обществ, в 1657 году. Чтобы понять, кого подразумевали под чеченцев, мы перенесемся на 100 с лишним лет вперед, когда ингуши вошли в состав России. 1770 год. Письмо от кистинского народа, кизлярскому коменданту Неймчу, подписано старшином 24 селений больших и малых Ингушей. В этом документе приведены имена тех 24 старейшин. Теперь обратим внимание на эти 24 ингушских селения. Дело в том, что именно об этих 24 селениях округов больших и малых ингушей или ангуштов говорит исследователь Аган Антон Гюльденштедт в своем путешествии по Кавказу в 1770-1773 годах, который, к слову, являлся еще и свидетелем вступления ингушского народа в подданство Российской империи. Гюльденштедт, собственно, записал их с точностью. Переходим сразу к ингушским округам Ангушты-Шалха, где перечисляются те самые 24 селения. К обоим относятся Галга, Тирол, Акка, Бецы, Гемир, Ваурху, Кир-Мереш, Галай, Ялхар, Сарай, Ной, Хой, Кяхкай, Местой, Нашах, Сулуй, Мелер, Корбе, Махши, Асай, Шатгеа, Аздай, Хайрехи, Цизди и Паланг. Также селения и округа Махки, Хамха, Таргим, Аги, Картуй, Сулуй, Бештуй, Азик, Тимгай, Лялах, Хани, Таш, Арцхой, Салгай, Фалхал, Гирек, Малар, Джайрах, Байн, Ижел, Обин, Дахаргиш, Арапе, Берех, Кушги, Кала, Накаст, Бархан, Тори, Гапай, Галай, Алкун, Гигай, Селх, Датах, Арште, Игер, Ляшк, Желаш, Галашки, Ахкин-Юрт, Ахка, Махал, Бошта, Мериджи и Терли. В общем, по свидетельству Гильденштедта, получается, что в данном акте вступления в российское подданство в составе ингушского народа принимали участие даже старшины Терлоя и Нашьи, не говоря о старшинах Ялхара, Аки, Галая и Мержи, то есть по сути получается весь ингушский массив, который отличался общностью языка, культуры и традиций, что, конечно же, автор отметил далее в своем описании. Все эти кистинские селения и округа расположены вдоль рек Кумбелей, Сунджа и Асай. Они состоят между собой в хороших отношениях, так же как и свяпи, которые живут на реке Макул. Народы, которые живут возле прочих рек, впадающих в Сунджу, составляют другую партию, которая настроена против этой, и которую обычно называют чеченской. Кратко повторим ключевые моменты из данного труда Гюльденштедта. Округ ингушцев и кистов, первого кавказского народа, с коим Гюльденштедт имел случай познакомиться, лежит между вершиною Сунджи и Терека, около ручья Кумбалея, впадающего в Терек. К северу граничит он с Малою Кабардою, к западу с Осетинской областью, к востоку с чеченами, а к югу со Снежными горами. Они называют сами себя Галга и сохранили еще употребление на войне щитов. Те общества, которые были перечислены в 1770 году как ингушские, все они говорят практически на том же языке, что и все ингуши, и чем дальше на восток по обществам мы движемся, тем сильнее меняется язык. Это и говорит о том, что шла миграция с запада на восток, где на востоке войнахские общества попадали под влияние уже дагестанских и прочих культур, в том числе и языковое. Округ Чечен. Он занимает страну Нижнего Аргуна и Бистина, впадающих в Сунджу, и нарочито обширен, почему под названием обитателей его чеченов часто разумеется весь кистинский народ. Чечены имеют собственных князей. Царствующая фамилия называется Туркан и находится в родстве с Аварханом. Теперь сравним с картами конца XVIII века. Карта пограничной линии Российской империи, 1782 год. В окрестности реки Терека и Фортанги находятся только ингуши или кисты. Чечня начинается от Нижнего Аргуна.
Карта части Российской империи и народов Кавказских гор, 1789 год. Тут мы видим такую же картину в обратной проекции. И опять же, только ингуши находятся в окрестности Фортанги. Карта, представляющая Астраханской губернии, Кавказскую линию и прикосновенных к ней всех горских народов, 1799 год. На этой карте мы видим, что чеченцы также занимают местность Нижнего Аргуна. Более того, тут еще раз подтверждается, что Нашхий изначально относился к ингушскому массиву, как и было отмечено во всех предыдущих источниках. На более ранней карте 1745 года грузинского царевича Вахушти Багратиони отображена страна Дзурдзукети, и он ее разделяет на три группы или общества – Кисты, Дзурдзуки и Глигвы. В его описании этой страны также упоминаются ингушские селения Ангушт и Джейрах, так что не подлежит сомнению, что Дзурдзукети и есть Ингушетия. К северо-востоку от Дзурдзукети отображены чечаны. Вахушти относит равнины этноним чечаны именно к дагестанским племенам, что лишний раз подтверждает, что в этой местности преимущественно живут дагестанские народы, и никакого отношения к дзурдзукам или вайнахам этноним чечаны не имеет. Эта картина резко начала меняться из-за активного переселения горных жителей, или лаамры, на чеченскую плоскость.